Сегодня хочу продлить тему о духовном росте. Šiandieną noriu pratęsti temą apie dvasinį augimą. И как раз то, что я готовила, очень перекликается с темой следующей недели. Ir tai, ką aš ruošiau, labai atsiliepia tai, kas vyksta šioje savaitėje. Это наши личные отношения с Богом, Mūsų asmeniniai santykiai su Dievu, наши личные откровения. mūsų asmeniniai apreiškimai. То, что Бог лично нам даровал, Tai, ką Dievas mums asmeniškai dovanojo, то, что живо в нас, tai, kas gyva mumyse то, что изменяет нас. ir tai, kas keičia mus. И если говорим о росте, Jeigu kalbant apie augimą, в каждом зернышке сокрыта жизненная сила. kiekvienai sėklikiai yra uždaryta gyvybė. Но оно может очень долго где-то лежать. Ji gali labai ilgai kažkur gulėti, А потом его кладут в землю. o paskui ją įdeda į žemę, pasodina. И знаете, там оно тоже может долго лежать. Ji taip pat ten gali, taip pat ilgai gulėti. И лежит оно там до тех пор, Ir ji ten gulė iki tol, пока внешние условия kol tos išorinės sąlygos не сложатся так благоприятно, susidarys taip palankiai, что в какой-то момент оно вдруг откликнется вот на этот теплый солнечный свет. kai kažkokiu tai momentu ji atsišauks į saulės šviesą. И вот эта толстая, крепкая оболочка Ir tas tvirtas apvalkalas вдруг лопнет под этой напитанной влагой земли. susprogs pamaitintas tos žemės drėgme. И появится росток. Ir atsiras daigelis. Он такой маленький и нежный, Jis toks mažas ir švelnutis, но в нем такая огромная сила. bet jame tokia didžiulė jėga. Вот на этом начальном этапе Tome pradiniam etape šiam он способен пронзить толщу земли. jis sugeba prasiskverbti pro žemę. И даже мы видели, иногда даже сквозь асфальт ростки пробиваются. Ir esame matę netgi pro asfaltą jisai prasiskverbia. Представляете, в таком маленьком такая огромная сила. Tokiame mažame, o tokia didžiulė jėga. И вот именно в этом этапе роста Ir būtent šiame augimo etape заметны его самые такие наияркие изменения. yra pastebimi tie labai ryškus tokie pasikeitimai. Знаете, такие же его вот листья следующие, каждые последующие, они больше, чем предыдущие. Sekantis lapai, jie yra didesni už tuos, kurie buvo. Стебель, все, он тянется быстро и вверх, изменяется, утолщается. Tas stiebelis, jis auga į viršų ir jisai storėja. И появляются ветки первые. Atsiranda šakelės pirmos. Нечто подобное происходит в духе. Kažkas panašaus vyksta ir dvasioje. С человеком, когда он рождается духовно. Su žmogum, kuris atgimsta dvasioje. И вот именно на первой стадии особо заметны эти изменения. Ir būtent pirmoji stadijoje labai pastebimi šitie pasikeitimai. Знаете, я, может быть, была таким, неплохим зернышком. Aš buvau toksai nebloga tokia sėklytė. Тихая, спокойная, Tokia tyli, rami, ничего плохого не делала. nieko blogo nedariau, Уже вышла замуж, учебу закончила, ištekėjau, mokslus baigiau, ребенка родила, семья хорошая. vaiką pagimdžiau, šeima gera. Все вроде как нормально, квартиру даже получили, работа есть. Viskas gerai, butą gavau, darbas yra.
но все равно какое-то вот это искание внутреннее, оно сокрыто внутри. Bet tas kažkoks vidinis ieškojimas, jis yra uždarytas viduj. И в один момент происходят такие обстоятельства, Ir momentą tam tikrą įvyksta aplinkybės, что прорывается росточек. tas augaliukas jis prasiveržia. Я как-то просто возле базара увидела, что продают религиозную литературу. Kažkada prie turgaus pamačiau pardavinėję religinę literatūrą. А мой муж, он гораздо раньше меня начал всем этим интересоваться, читать. O mano vyras žymiai aukščiau pradėjo viso to domėtis, skaityti. У него уже было много прочитанных книг. Jis jau turėjo daug knygų perskaitytų. И я подумала, а может, что-нибудь я ему подберу в подарок? Ir galvoju, galbūt aš jam dovaną parinksiu. И так остановилась, а знаете, как ребенок. Больше всего меня привлекла книжечка, где одни картинки. Aš kaip vaikas atsistojau ir mane patraukė labiau knygelė, kur daug paveiksliuko. Мы многие, может, эту книжечку и видели, «Жизнь Иисуса» называется, там как комиксы. Daugelis matė galbūt tą knygą Jėzaus gyvenimas, ten kaip komiksų knygelė. И я стала просто ее листать, смотреть. Ir sklaidau, žiūriu И вдруг мне говорят, вам понравилась эта книга? ir man sako, ar jums patiko šita knyga? Возьмите, я вам ее дарю. Paimkite, aš ją jums dovanoju. Я говорю, а сколько она стоит? O kiek ji kainuoja, aš klausiu. 15 рублей. 15 rublių. Но я вам ее дарю. Bet aš ją jums dovanoju. Я так эту книжку назад, а мне ее опять. Я А- вам ее дарю. Aš ją noriu atiduoti, bet jinai man vėl stumia. Aš ją jums dovanoju. Знаете, в этом голосе была такая доброта, такая любовь Ir tame balse buvo toks gerumas ir tokia meilė и такая искренность, ir toks nuoširdumas, что я просто не могла не взять. kad aš tiesiog negalėjau nepaimti. Я ее взяла и пошла Paėmiau домой. ir nuėjau namo. И отошла я совсем недалеко, метров 100-150. Nuėjau netoli, 100-150 m galbūt. И я вдруг почувствовала какое-то тепло и свет. Ir aš pajaučiau tokią šilumą ir šviesą. И я его не видела физическими глазами. Aš to nemačiau fiziniam akim. День был солнечный, светлый, Diena buvo saulėta, šilta, šviesi, но какой-то особый свет. bet kažkokia ypatinga šviesa. И он меня к себе просто влек, Ir ji mane tiesiog įtraukė, как будто звал. kaip kvietė. Никаких слов, ничего, Ё- такое притяжение. Jokių žodžių, nieko, tiesiog traukimas. Я остановилась Sustojau aš и думаю, вот, они знают. ir aš galvoju, jie žino. Я вернулась назад. Ir aš grįžau atgal. Подошла и спросила, а где вас таких ненормальных можно найти? Priejau ir paklausiau, o kur jūs tokius nenormalius galima rasti? И знаете, он даже не смутился совершенно, Ir jis дал net адрес. davė adresą, И когда служение происходит. viską kaip tarnamai, kada vyksta. И уже в следующее воскресенье мы пришли с мужем и с моей подругой Ir sekantį sekmadienį aš jau atėjau su vyru ir su drauge в маленькую евангельскую христианскую церковь. į mažą evangelinę krikščionišką bažnyčią. И там что-то такое странное вообще происходило. Ir ten kažkas labai keisto vyko. Все так было новое, интересно. Nauja, įdomu viskas. И люди такие добрые, Ir žmonės tokie geri, внимательные. dėmesingi. И здорово так, ну мы приходили туда довольно часто, Ir mes ten dažnai ateidavom. общались, Bendravom, и в гости даже к некоторым ходить начали. pradėjom pas kai kuriuos į svečius eiti. А в церкви постоянно я слышала слово о покаянии. O bažnyčiai nuolat girdėdavau žodį apie atgailą. Ну, чуть ли не каждое служение. Kiekvieną beveik tarnavimą. Покайтесь, Atgailaukit, покайтесь, atgailaukit. покаяние. Atgaila. Надо верить. Reikia tikėti. А мне пустой звук эти слова. O man tie žodžiai tuščias garsas.
Я их вообще не понимаю. Aš jų nesuprantu. Как это покаяться? Kaip atgailauti? Вообще в чем каяться-то? Ir už ką atgailauti? Как это верить? Kaip tai tikėti? Ну ничего вообще не понимаю. Nieko nesuprantu. Такое ощущение, что какая-то стеклянная стена. Toks jausmas kaip stiklinė siena. Они вот там вот к чему-то могут прикоснуться. Jie ten prie kažko gali prisiliesti. Они понимают, знают это. Jie supranta, žino tai. А я вот не могу. O aš negaliu. И я помню свою первую молитву. Ir prisimenu savo pirmą maldą. Я сказала просто в мыслях очень так искренне. Aš mintyse labai nuoširdžiai pasakiau, Бог, если ты вообще есть, Dieve, jeigu tu išvis esi, разруши эту стеклянную стену. sugriauk šitą stiklinę sieną. И в следующее, я не знаю, служение, там было воскресное или среда, Nežinau, tai buvo trečiadienį ar sekmadienį sekantis. я была дома, и Nam- я решила, что я больше туда не пойду. Ir aš nusprendžiau, kad aš daugiau ten neįsiu. Да что-то как-то вот непонятно все это. Kad viskas tas labai kažkaip nesuprantama. И муж был дома, а ребенка почему-то не было, наверное, у мамы был. Vyras buvo namuose, o vaikas buvo turbūt pas mamas. И я помню, что Гена сказал, ну не пойдешь, хорошо. Я говорю, тоже не пойду. O Gena sako, nu, neįsi gerai, aš irgi gal neįsiu. Сел, у нас было такое небольшое электропианино, Ir pas mus buvo toks elektrinis, klavišai elektriniai. и он начал играть свои мелодии какие-то. Ir jis pradėjo ten groti savo melodijas. И вот он играет, а со мной что-то происходит. Jis groja, o su manim kažkas vyksta. Я вдруг начинаю ощущать, что вот все вокруг заполнено. Ir aš pradedu jausti, kad viskas aplinkui pripildyta. Настолько заполнено, что я этим дышу. Tiek pripildyta, kad aš tuo kvepuoju. И оно в меня входит. И внутри начинается такой жар. Ir tai į mane įeina ir viduje toks karštis atsiranda. Как будто сердце начинает расплавляться Kad širdis pradeda lydytis и поднимается наверх. ir kyla į viršų. И из глаз слезы. Ir liejasi ašaros. Горячие слезы такие сильные. Karštos ir tokios stiprios ašaros. И я не понимаю, что происходит. Ir aš nesuprantu, kas vyksta. Я хожу из кухни в комнату, в ванну, умываюсь. Ir aš vaikštau iš virtuvės į kambarį, į vonę, į prausiuosi. От холодной воды не могу успокоиться. Nuo šalto vandens negaliu nurimti. Геня подошла, он так на меня посмотрел. «Да ты чего? Priejau prie Genos, sakau, jis pažiūrėjo mane, sakau, tu ką? Я говорю, я не знаю. Nežinau. А он так посмотрел, говорит, это к лучшему. Jis pažiūrėjo, sako, nu, tai gera. И дальше себе играет. Ir toliau groja. А я уже чувствую, что я задыхаться начинаю. O aš jaučiu, kad aš jau dūstu. От этих слез не могу остановиться. Nuo tų ašarų negaliu sustoti. И я в кухне одна села на диван Ir virtuvėje viena atsisėdau ant lovos и сказала только одну фразу. ir vieną frazę pasakiau. Бог, я знаю, что это ты. Dieve, aš žinau, kad tai tu. Прости меня за неверие. Atleisk man už netikėjimą. Вот такое было покаяние. O tokia buvo mano atgaila. Всего одна фраза. Viena frazė. И уже следующее я сказала, Господи, ну останови эти слезы, не могу больше плакать. Ir ką sekantį pasakiau, viešpatie, sustabdyk šitas ašaras, nebegaliu daugiau verkti. Слезы высохли буквально моментально. Ir ašaros išdžiūvo moment. Я тут же вскочила, собралась и в дверь. Геннадий, ты куда? В церковь. Aš susiruošiau greitai, pašokusiai pro duris, vyras klausė, kur, aš tenai. Знаете, я точно знаю, что во время покаяния я получила и рождение свыше.
Aš tiksliai žinau, kad atgailos metu aš gavau ir atgimimą iš aukšto. Потому что сразу после этого я стала ощущать в себе то, что есть вечное. Aš iškart po šito, iškart pajaučiau tai, kas yra amžina. И это, во мне Ir tai yra manyje, поселилось и жило. tai mane apsigyveno. И я уже с того самого момента была на 100% уверена, Ir nuo to pačio momento aš buvau 100% užtikrinta. бессмертие оно есть. Pomirtinis gyvenimas jis yra. И мы его наследуем. Ir mes jį paveldėsim. Это свидетельство внутри каждого, Tai yra liudijimas кто kiekvieno рожден свыше. viduje, kas yra atgimęs iš aukšto. Дух свидетельствует нам. Nes dvasia liudija mums. Потом было долгое ожидание крещения, Toliau buvo ilgas laukimas krikšto, потому как пастор уехал за границу и не возвращался долго. nes pastorius išvyko į užsienį ir ilgai negrįžo iš ten. И крестить нас приехал вообще другой пастор из Латвии. Ir mūsų krikštą atvažiavo visai kitas pastorius iš Latvijos. Крещение тоже для нас было очень важным моментом. Krikštas taip pat buvo labai svarbus momentas. Перед крещением мы целую ночь не спали. Prieš krikštą mes visą naktį nemiegojom. С нами были наши друзья. Su mumis buvo mūsų draugai Мы всю ночь говорили о Боге. ir visą naktį kalbėjom apie Dievą. И на самом деле крещение для меня было этим заветом. Ir iš tikrųjų šitas krikštas man buvo sandora. Заветом, что я всегда буду служить Богу чистой совестью. Sandora, kad aš visada tarnausiu Dievui tyra švaria sąžinė. Знаете, вот часто говорят о кумирах в христианском мире. Dažnai kalba apie tos kumyrus krikščionių pasaulyje. Я, может быть, тот редкий человек, который вообще не имел никогда никаких кумиров. Aš tas žmogus iš nedaugelio, kuris iš vis neturėjau jokio to, žmogaus, kuris man labai patiktų. Не то gal, kad labai patiktų, man daugelis labai patinka. Нравятся мне многие, но вот именно такого, чтоб кумира. Kumyras. Stabas. Потому что с самого начала я положила в сердце слова одного человека. Nes pačiai pradžiai aš įdėjau žodžius vienam žmogui. Aš į savo širdį įdėjau vieno žmogaus tokius žodžius. Он мне сказал, что а если завтра ты увидишь меня упавшим, ты что, во Христа верить перестанешь? Jeigu rytoj tu pamatysi mane kritusi, ar tu manim nebetikėsi? Tu Kristumi nebetikėsi. Kristumi nebetikėsi. И я поняла, что люди могут падать. Aš supratau, kad žmonės gali kristi. И это совсем не значит, что падает Христос. Ir tai visai nereiškia, kad Kristus krenta. Растению ему тоже приходится очень много испытаний перенести в процессе роста. Tam augaliukui taip pat tenka daug tų išbandymų augimo metu patirti. Это бывает и сильный ветер, Ir stiprus vėjai būna. ливень, град. Ir lietus, ir kruša. Может и все листья пооббивать. Ir visus lapelius gali numušti. Так и нам в жизни не бывает так, что все вообще гладко. Ir mūsų gyvenime viskas nebūna taip sklandžiai. И если можно сказать, что дождь — это, скажем, слово. Ir jeigu galėtumėm pasakyti, kad lietus tai žodis. Или свет — это Бог. O šviesa Dievas. Мы это все как бы получаем.
Visą tai mes gaunam, Но ведь растение питается не водой. bet tas augaliukas maitinasi ne vandeniu. Оно питается тем, что дождь растворяет в той почве. Jis maitinasi tuo, ką vanduo, tas lietus, ištirpdo toje dirvoje. И что оно всасывает через свои корни. Ir tai jis traukia savo šaknim. И только от этого растет. Ir tada jis auga. Почва — это то, где мы находимся. Dirva tai yra tai, kur mes randamės. Это наше тело, и где оно обитает. Tai yra mūsų kūnas ir kur jis gyvena. Его обстоятельства все. Visos aplinkybės, Работа и окружающие люди. darbas, aplinkiniai žmonės. Мы получаем слово от Бога. Gaunam žodį iš Dievo. И через свою жизнь, когда мы начинаем впитывать это слово в себя, Ir savo gyvenime, kai pradedam šitą žodį maitinti, вот эти питательные Себя? вещества, наверное, это и есть истина. ir tos maistinės, tos savybės, tai ir yra tiesa, Божья истина. Dievo tiesa. Когда она в нас начинает жить, Kai ji mumise pradeda gyventi, она помогает нам расти. ji mums padeda augti. И первое время мне казалось, что вообще все так гладко. Iš pirmo, man viskas atrodė taip, viskas sklandu. Pradžioje. Казалось, словно Бог носит тебя на руках. Atrodė, Dievas tave ant rankų nešioja. Все проблемы решались просто сверхъестественным образом. Problemos ant gamtiškai spręsdavosi. Вопрос только задаю, получаю ответ. Klausimą tik užduodu ir iškart gaunu atsakymą. Причем ответ через все, что угодно. Per bet kur atsakymas Вот так вот ateina. Библию открываешь, читаешь ответ. Skaitai Bibliją, atsakymas. Проходишь мимо телевизора, идет передача, ты о чем-то думал, оба, ответ. Praeini pro šalį, pro televizorių, kažką galvoji, išgirdai, atsakymas. Еще какой-то вопрос тебя мучает. Раз кто-то тебе подошел, заговорил на эту тему, и ты получаешь ответ. Klausimas kažkoks kankina tave, su kažkuo pašnekėjai, iš karto iš to žmogaus atsakymas tau. Но так продолжалось не очень долго. Bet tai tęsės neilgai. Один раз такой произошел случай. Vieną kartą toks įvykis buvo. Мне одолжили довольно дорогую вещь в церкви. Paskolino pakankamai brangų daiktą bažnyčioje. И я ее нечаянно сломала. Ir aš netyčia sulaužiau. Ну что, у меня есть Бог. Bet aš turiu Dievą. Я сразу помолилась. Iškart pasimelčiau. Думаю, я сейчас в магазин, быстренько куплю такую же. Никто даже ни о чем не узнает. O aš greitai į parduotuvę tokį pat nupirksiu, niekas net nepastebės. А не тут-то было. Bet ne taip tai buvo. Все магазины Можайкяя и все базары были оббеганы. Visos mažeikių parduotuvės, visi turgus buvo aplakstyti. И я ничего не купила. Ir nieko nenupirkau. Почему так? O kodėl taip? А знаешь, приходит такой момент, Ateina momentas toks, что надо уже не на ручках все время, а надо своими ножками начинать ходить. kad ne ant rankų jau, bet reikia jau pradėti vaikščioti savo kojytėm. И Бог начал меня учить. Ir Dievas pradėjo mane mokinti. А вот теперь иди и извинись. O dabar eik ir atsiprašyk. Извинись, что так получилось. Atsiprašyk, kad taip atsitiko. И я пошла, и я извинялась. Aš nuėjau ir aš atsiprašinėjau. Конечно, сестра мне сказала, да ничего страшного. Я купила другую похожую вещь, отдала ей. Sesuo pasakė, čia nieko baisaus, aš jau nusipirkau kitą panašų dalyką. Но переживания были, ох, какие сильные. Bet išgyvenimai buvo labai stiprus. Бог много таких давал моментов, учил прощать, просить прощения сначала. Ir Dievas daug tokių momentų davė, kad prašyčiau atleidimo. Как-то помню, с мужем что-то с церкви пришли, не знаю, что-то зацепились, слово за слово, и я очень надулась.
nežinau kaip čia buvo, iš bažnyčios su vyru praėjom, žodelis po žodelio ir aš įsižeidžiau. И я даже не помню из-за чего. Ir netgi neatsimenu dėl ko, Но очень четко помню, bet tiksliai atsimenu. как я повернулась к раковине, мою посуду, надулась. Вот какой он. Aš tik atsimenu, pasisukau į tą kriauklę, ploviau indus ir galvoju, Ну, кукс если. nu koks jisai, nu. А у меня так четко и ясно в ушах звучит. Извинись. O man aiškiai širdyje skamba, atsiprašyk. А внутри так, «О, так это ж я-то он же виноват. O viduj viskas sukilo, tai juk jis kaltas. И второй раз опять так же тихо. Извинись. Ir antrą kartą, atleisk, atsiprašyk. И я думаю, в третий раз это уже не прозвучит. Aš galvoju, nu trečią kartą tai jau tikrai nebenuskambės. И я повернулась и пошла извиняться. Apsisukau ir išėjau atsiprašyti. И вы знаете, а он считал, что это так нормально. O jis galvoja, kad čia viskas normaliai, taip ir Nu. turi būti. Оказывается, с его точки зрения, я тоже была не права. Jam atrodė, kad iš jo pusės aš taip pat buvau neteisi. Ой, как трудно вот эти первые шаги делать. Štai kaip sunku tuos pirmuosius žingsnius daryti. Был момент с начальником. Buvo su viršininku momentas. Как-то обсуждаем проекты, а он только свои решения считал правильными. Svarstėm kažkokį projektą, o jis mane, kad tik jo sprendimas yra teisingiausias. А я в тот момент посоветовалась с начальником цеха и по-другому чуть-чуть провела кабели. O aš ten su cecho viršininku pasitariau ir aš ten kitaip kabelį pravedžiau. И я отстаиваю эту точку зрения Ir aš ginu savo и požiūrį, savo говорю, teisybę. что так, вообще-то начальник цеха хотел, Aš sakau, nu, čia cecho viršininkas taip norėjo. а он мне, вот еще дураков слушаешь. O jisai sako, o čia kvailių klausai. А я ему, не смейте при мне, значит, начальника цеха дураком называть. O aš sakau, nedrįskit vadinti kvailio to cecho viršininko. Ну, в общем, поругались. Susipykom vienu žodžiu. Я ушла, и я считаю, что я вроде как права. Aš išėjau, atrodo, aš teisi. А ночью такой был сон, O naktį toks sapnas buvo, что я поняла, что если я не попрошу прощения, aš supratau, jeigu aš nepaprašysiu atleidimo, и я с утра, ой, как я переживала, o iš ryto aš kaip pergyvenau, но я пришла к нему с самого утра в кабинет, и я извинялась. atėjau iš pat ryto į jo kabinetą ir aš atsiprašinėjau. И я извинилась, а он улыбнулся, как будто так и должно было быть. O jis nusišypsojo ir atrodo, taip ir turėjo būti, Да? jis galvojo. Вот. Еще смешной такой был случай, когда просила прощения. Dar juokingas toks atvejis, kai atleidimo prašiau. У нас коллектив был, ну, большей частью мужской, я инженер-электрик. Mūsų kolektyvas, didžioji dauguma yra vyrų kolektyvas, nes aš inžinierius elektrikas. Ну и знаете, как мужчины, я молодая, совсем женщина еще там, Aš jauna moteris, нас несколько всего женщин, и у них любимое такое было занятие, вот так подойти и сзади так. ir jų toks mėgstamiausias užsiėmimas būtų prieiti ir iš nugaros. Ну, Ir, нравилось, как мы пищим, да? Ну, типа. jiems patikdavo, kaip mes cypdavom. А я ужасно боюсь щекотки. O aš bijau tų kutenimų labai. Поэтому я терпеть не могла, когда так делают. O aš pakęs negalėjau, kai jie taip darydavo. И я всех предупреждала заранее. Aš iškart visus perspėjau. Если уже вот чувствую так, что за спиной собирается так делать, я так говорю, так, у меня, говорю, реакция. Я бью или локтем в живот, или ногой в пах. Aš iš karto perspėjau, jeigu pajausiu ką nors už nugaros, vienu žodžiu trenksiu. Nežiūrėsiu, kur trenkiu. Ну вот, и так получилось, что один человек, который раза в 2, наверное, старше меня был,
Ir taip atsitiko, kad vienas galbūt žymiai vyresnis už mane žmogus, Ну, вот я в машину как раз лабораторную залазила, и он мне так, значит, умудрился все-таки сделать так. aš įlindau į kažkokią ten mašiną ir jis man taip padarė per šonkaulius. Я никогда не пищу, Aš neatsipiu не niekada доставляю мужчинам такого ir удовольствия. vyram tokio malonumo nesuteikiu. Просто мгновенная реакция. Momentinė Я reakcija. разворачиваюсь, и вот у меня огромная папка с чертежами в руках. Aš atsisuku į mano rankose didžiulę Я papkę su tais этой brėžiniais. папкой ему между лопаток как дала. Ir su ta papke, Мача. И нугара. ir aš jam į nugarą trenkiau labai. Su šitą Ой, как я Папки. потом переживала, как неудобно. aš labai pergyvenau, nes labai nepatogu buvo, jaučiausi. И на следующий день я пришла извиняться. Sekančią dieną ėjau atsiprašyti. Представляете, в кабинете сидят 3 мужиков. Kabinete 3 vyrai sėdi. Я захожу, и я перед ним извиняюсь. Jie- Те-то не знаю за что. Įeinu ir prieš jį atsiprašinėjau, o tie kiti net nežino už ką. Говорю, я очень извиняюсь, что вот так получилось, я больше так никогда не буду поступать. Извините меня, пожалуйста. Atsiprašau, kad aš taip pasielgiau, niekada daugiau taip nedarysiu. Видели ли бы вы его глаза? Kad jūs matytumėt jo akis. Наверное, лучше бы я ему 2 раз двинула. Geriau aš jam antrą kartą dar būčiau užvaręs. Никогда больше в жизни этот человек не позволил себе никакой вольности. Niekada daugiau gyvenime šitas žmogus neleido savo savivaliauti. Такие вещи очень интересно имеют последствия. Ir tokie dalykai turi tokias įdomias pasiekmes. Знаете, когда растение растет, бывает, что вот, как я говорила, град там листья побьет. Kai tas augaliukas auga, kaip sakiau, ta kruša tuos lapelius nudaužo. А может, какая-то вот корова мимо пройдет, знаешь, все листья оборвет, еще и ветки поломает. O galbūt tokia karvė praėjo ir nurovė visus tos lapelius, šakeles. Но растение, оно продолжает жить. Bet augaliukas jis tęsia gyventi. Оно новые листья распускает. Jis naujus lapelius išleidžia. И вот Бог учил также прощать. Ir Dievas taip mokino atleisti. И много было ситуаций, когда мне испортили вещи, Buvo situacijų, kad ir man daiktus sugadindavo. и я прощала. Ir aš atleisdavau. Была ситуация, когда человеку одолжила вещь, а попросила назад вернуть. И такое там дождалась. Buvo atvejs, kad aš paskolinau, paprašiau žmogaus, kad gražintų tą daiktą. Gražino. Он не грозина, Jis negrąžino. сказал, что я во всем ищу только своей личной выгоды. Ir jis dar pasakė, kad aš visame naudos savo ieškau ir dar iš to. Ой, тоже так было больно. Taip skaudžiai buvo. А Господь мне сказал, а за вас обоих заплачена одинаковая цена. O viešpats pasakė, už jūs abu yra sumokėta viena kaina, ta pati kaina. Вот как можешь после этого не простить? O kaip aš šito gali neatleisti? Был человек, который поступил не совсем со мной несправедливо, Buvo žmogus, kuris ne visai su manim neteisingai pasielgė, но меня шокировало его поведение как христианина. bet mane šokiravo jo poelgis kaip krikščionio. Мне казалось, что христиане не могут так поступать. Aš galvoju, krikščionis taip elgtis negali, nesugeba. И я ужасно на него за это обиделась. Ir aš labai ant jo įsižeidžiau. Тот человек покаялся, помирился с теми, кого обидел, Tas žmogus atgailavo, susitaikė su tais, kuriuos įžeidė, įskaudino. а у меня, наверное, несколько месяцев на сердце обида. O mano širdį keletą mėnesių nuoskauda šitą. И я стала молиться, Pradėjau melstis. Господи, помоги простить. Viešpatie padėk atleisti. Знаете, какая интересная получилась ситуация? Моя мама попала в больницу. Įdomi situacija atsitiko. Mano mama į ligoninę pateko.
И я у нее дежурила. Aš budėjau prie jos. И именно в это же время этот человек попал в больницу. Ir būtent tuo pačiu metu, laiku, tas žmogus pateko į ligoninę. И ему тоже сделали операцию. Jam taip pat padarė И operaciją. операция была с компликациями, очень сложная. Ir operacija su komplikacijom labai sudėtinga. Его привезли в палату, а жена убежала к врачу. Ji parvežė į palatą, o žmona pas gydytoją išbėgo. И медсестры меня просят, помогите. И я прибежала помогать. Mano medseseris prašo, padėkit. Aš pradėjau padėti И jiems. мы его перекладывали на постель с каталки, потому что он после наркоза почти без сознания фактически человек. Mes iš to vežimėlio jį kėlėm į lovą, nes jis beveik be sąmonės buvo dar. И медсестры ушли, я остаюсь один на один. Ir seseris išeina tos, o aš lieku su juo viena. И у него начинает отходить наркоз, его начинает сильно-сильно трясти. Narkozė jau baigia praeiti ir jį pradeda drebinti. И я вижу, как ему плохо, Ir matau, kad jam labai blogai. как больно. Skauda. Я положила руки на голову и стала молиться. Uždėjau ranką ant galvos ir pradėjau melstis. И просто чувствовала, как вот приходит облегчение. Ir tiesiog jaučiu, ateina palengvėjimas. И он пришел в себя, открыл глаза, заговорил. Ir jis atsimerkė, jis pradėjo kalbėti. Через несколько дней я опять зашла в палату. Po keletą dienų vėl užėjau pas jį į palatą. И медсестра заходит и говорит, все, пора вставать. Sesuo sako, viskas, laikas keltis, atsistoti laikas. А у него полостная операция, сильные разрезы, так вот просто не встанешь. Pas jį ten didelį pjūvę ir tai paprastai ten neatsistosi. И я ему помогаю потихонечку, сперва сесть, Ir aš jam palengvėlę padedu atsisėsti потом pirmiausia. одну ногу опустить, Pirma вторую ногу. vieną koją nuleisti, antrą koją nuleisti. Голова кружится, Galvos молимся. sukasi, meldžiamės. Потом потихонечку встает, опирается на стену. Palengvėliai atsistoja, remiasi į sieną. Знаете, в следующий раз он уже меня на ногах встретил. Sekantis iki jis mane jau stovėdamas ant kojų jau mane pasitiko. И вот когда ты с человеком проходишь вот эту долину тени смертной, Kai tu su žmogum praeini šitą mirties šešėlių slėnį, уже не остается вообще никаких обид. nebelieka jokių nuoskaudų. Им просто не остается никакого места. Joms tiesiog nebelieka jokios vietos. 1 Иоанна, 4 глава, 16 стих. 1 Jono, 4 skyrius, И мы 16 познали eilutė. любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Mes pažinome ir įtikėjome meilę, kurią Dievas mus pamilo. Dievas yra meilė ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve ir Dievas jame. Так вот и прощайте, прощено будет вам. Да? Atleiskit ir jums bus atleista. Было много всяких ситуаций. Один раз я 2 месяца в церковь не ходила. Buvo įvairių situacijų. 2 mėnesius vieną kartą nėjau bažnyčią. И никто не позвонил и не зашел. Niekas nepaskambino ir neužėjo. И я помню, мою полы дома одна. Prisimenu, plaunu grindis namuose. И захожу в ванну налить воды в ведро. Įeinu į vonę vandens prisipilti. Вот мою и внутри ворчу. Plaunu ir tiesiog murmu viduje. Вот так вот и помрешь, и никто даже не узнает, Вот и это- никто даже не поинтересуется. O taip numirsi, niekas net nesužinosi, niekas nepasidomės. Никто даже не позвонил. 2 месяца ведь. 2 mėnesius niekas nepaskambino. И вдруг так ясно слышу. Ir staiga taip aiškiai išgirdau.
но я ведь с тобою, что тебе еще нужно? Bet aš juk su tavim, ko tau dar reikia? Знаете, я так каялась. Aš taip pat gailavau. Не надо быть зависимыми от людей. Nereik būti priklausomu nuo žmonių. Везде во всем надо искать только Его. Visur ir visame, kame reikia ieškoti tik jo. Он нас никогда не оставляет. Jis niekada mūsų nepalieka. И если даже листья ободраны, Он питает наши корни. Е- Распускайте новые листья. Jeigu lapeliai ir nulaužti, bet maitina mus šaknis, iš šaknų maitinamės, lapeliai vėl ataugs. И уже на следующий день пришла сестра, рассказывала мне проповедь. Ir sekančią dieną jau atėjo sesuo, pamokslą man pasakoja. Как сейчас помню, она рассказывала проповедь про овец и козлов. Kaip šiandien prisimenu, pasakoja apie avis ir ožius. И она говорила, вот есть те, которые овечки в церкви, они всегда говорят «Амен! Амен!». Yra tokios bažnyčiai avelės, kurias amen šaukia. А есть такие козлы, которые так рога поставят, не пойду туда вот, O пойду yra, туда, куда хочу. yra tokie ožiai, kurie pastatė savo ragus ir sakė, neįsiu va tenais, va ten neįsiu. И она мне говорит, вот я хочу быть овечкой у Бога. O jis pasakė, aš noriu avelė būti pas Dievą. Я подумала, думаю, нет, я тоже хочу быть овечкой. Aš taip pat pagalvoju, Ne norėčiau хочу būti būt avelė. kazlom. Nenoriu būti to ožiu. И с тех пор я уже больше из церкви не уходила. Ir nuo to laiko daugiau iš bažnyčios neišėjau. И у меня всегда было очень много друзей. Visada turėjau daug draugų. И как в притчах, вот в 18 главе 24 стихе сказано, кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Kas nori turėti draugų, patarliu 18 skyrius 24 eilutė. Kas nori turėti draugų, turi pats būti draugiškas. Būna draugų artimesnių už brolį. И у меня были такие друзья. Ir aš turėjau tokių draugų. И я больше всего всегда ценила людей, которые могли мне сказать, Лена, ты не права. Aš labiausiai vertinau tuos draugus, kurie galėjo man pasakyti, Lena, tu neteisi. И есть такое очень хорошее правило. Yra gera taisyklė. Не закрывай рта тому, кто открывает тебе глаза. Neuždaryk burnos tam, kuris atveria tau akis. И поэтому лучше всего выслушать, посмотреть на себя и изменяться. Geriausiai išklausyti, pažiūrėti save ir tada keistis. Потом был другой период, когда я буквально за 1 год потеряла всех таких близких своих друзей. Buvo kitas periodas, kad per trumpą laiką praradau visus savo artimus draugus. Ну, скажем так, не совсем потеряла, но они все уехали. Jie tiesiog išvažiavo tie. Все Draugai. уехали очень далеко, за границу. Į užsienį išvažiavo. И многие потом из них вообще перестали общаться на долгие годы. Ir ilgus metus su kai kuriais iš vis nebebendravau. Знаете, такой был тяжелый период. Ir buvo labai sunkus periodas. Вот иногда бывает, растение не получает то, что ему нужно. Būna augaliukas, jis negauna to, ko jam reikia. Оно или начинает вянуть, листья опускать. Arba jis arba pradeda vysti, lapelius leisti, nuleisti. И знаете, совершенно бесполезно его за эти листья вверх тянуть. Ir beviltiška jo lapelius vėl kelti viršų. И говорить ему, расти, расти. Ir sakyti, Что ты не auk, растешь? nu ko tu neaugi, auk. Оно не будет расти, Jis neauks. пока ты не дашь ему то, что нужно. Хорошего полива, ухода, удобрений. Kol neduosi jam to, ko jam reikia. Palaistimo, trašų. Вот в этот момент для меня стало как бы спасением то, Tuo momentu man išsigelbėjimo buvo tai, Бог мне сказал, найди того, кому хуже, чем тебе,
Dievas man pasakė, atrask tą, kuriam blogiau negu tau. и помоги ему. Ir jam padėk. Тогда очень много помогала людям, и главное, тогда вот эти все проекты начались с детским домом. Ir daugą žmonėm padėjau ir tada prasidėjo tas projektas su vaikų namais. Много лет это длилось, и это меня фактически вытащило. Ir tai daug tęsiasi daug metų ir praktiškai tai mane ištraukė. Иногда мы можем себя просто вот загнать, как сегодня пастор говорил, что вот хочется участвовать везде. Я такая, я везде хочу. Kartais galima save nuvaryti, kad dalyvauti, kaip pastorius sakė, visur dalyvauti. Aš taip nenoriu. Я так норю. Noriu. Я хочу всегда везде участвовать. Aš noriu visada visur dalyvauti. Вообще был такой период, когда у меня 3 маленьких детей, а я и в переводе, и в прославлении, и в миссии милосердия, тут лидер. Buvo momentas pas mane 3 vaikai, o aš visur ir šlovinime, ir vertime, ir dar kažkur. Gailestingumo tarnavime. Tai gailestingumo tarnavime. И я настолько выматывалась, Ir aš tiek pavargusi būdavau. но при этом я еще участвовала во всех евангелизациях, какие только церковь организовывала. Visose evangelizacijose dalyvaudavau, kokias tik bažnyčia organizuodavo. Во всех мероприятиях, конференциях, служениях. Konferencijose, visokiose renginiuose, tarnavimuose. И постоянно приходилось выслушивать то от мамы упреки, что я что-то не успела ей там в саду помочь. Ir tekdavo išklausyti tos priekaištus iš mamos, kad jai ten sode nepadedu. То от мужа, что я тебя там вообще почти дома не вижу. Arba iš vyro, kad aš ten visai tavęs namuose nebematau. И потом в церкви было, что пастор говорит, вот вы не участвуете, вы там что-то не делаете. O pastorius bažnyčia, jūs ten kažkur nedalyvaujate, nieko nedarote. Конечно, он это не мне говорил, но я всегда все на себя воспринимаю. Nu, ne man jis sakydavo, bet aš ant savęs viską imdavau. И я очень тогда так переживала из-за этого. Ir labai aš dėl to pergyvendavau. И как-то пастор даже зашел в кухню, там нас много было, что-то мы делали, какая-то конференция. Ir Что ли. pastorius užeina į virtuvę, ten mūsų daug buvo virtuviai. Так, в шутку, ну, кто на небеса? Ir taip jisai pajokaudamas, nu, kas į dangų. И я там с дальнего угла, я! Ir aš ten iš už kampo, iš už nugaras ten, aš noriu. Я единственная заорала я. И Aš так vienintelė šaukiau aš. он потом ко мне подошел, так отвел меня в сторону, говорит, что у тебя за проблемы? Ir jis paskui mane iš šono pasivedė, sako, kokios problemos. Я говорю, устала. Устала здесь на земле. Sakau, čia žemėje pavargau. Вот не надо так. Nereikia taip. Все должно быть в меру в жизни. Viskas turi būti su saiku gyvenime. Достаточно света, достаточно дождя, Pakankamai šviesos, lietaus, достаточно ветра. vėjo pakankamai. Не надо искать лишних проблем. Nereikia ieškoti papildomų problemų. Один друг как-то мне сказал, Vienas draugas man pasakė, когда ты хочешь решить проблемы других людей, kai tu nori spręsti kitų problemas, не забывай, что ты не Бог. nepamiršk, kad tu ne Dievas. Мне эти слова очень много сказали обо мне. Tie žodžiai labai daug pasakė apie mane. Помните, как в воскресенье наш пастор сказал такую фразу хорошую? Prisimenat, sekmadienį pastorius vieną frazę gerą pasakė. От нашей реакции на Слово Божье зависит наша жизнь. Nuo mūsų reakcijos į Dievo žodį priklauso mūsų gyvenimas. Как мы в себя вот это все всасываем, Kaip mes tai sugeriam tai į save и когда это в нас начинает жить, ir kai taip mumise pradeda gyventi, тогда это и дает духовный рост. tada ir duoda dvasinį augimą. Знаете, никакое внешнее воздействие на самом деле нас не делает счастливыми.
tie išoriniai kažkokie tai veiksniai nepadaro mūsų laimingais. Счастье– это внутреннее состояние твоей души. Laimė tai yra vidinė tavo sielos būsena. Твоя реакция на внешние обстоятельства. Tavo reakcija į tas išorinius aplinkybės. Потому что тот же человек в одних и тех же обстоятельствах Kadangi tas pats žmogus ir tose pačiose aplinkybėse может быть жутко всем недоволен, gali būti viskuo nepatenkintas. а может увидеть большие плюсы в этой ситуации. Arba gali matyti didžiulius начать pliusus toje situacijoje ir džiaugtis. В этом наше право выбора. Čia yra mūsų pasirinkimo teisė. Мы не всегда можем изменить обстоятельства, в которых мы находимся, Ne visada galim pakeisti aplinkybės, kuriuose esam, но мы всегда можем изменить свое отношение к ним. bet galim savo požiūrį pakeisti į jas, į situacijas. Может быть в твоей жизни период зима-лето. Galbūt tavo gyvenime yra žiema ar vasara. Если зима, ты, может быть, вообще замер и ничего не делаешь. Galbūt jeigu žiema, tai tu galbūt esi tiesiog apmiręs ir nieko nedarai. Но только не позволяй себя до конца заморозить. Neleisk savo iki galo užšalti. Помни, весна придет. Prisimink, pavasaris ateis. Просто набирайся сил, Tiesiog kaupk jėgas, чтобы потом опять расцвести и приносить плод. kad vėl galėtum pradėti žydėti ir vėl nešti vaisių. Любовь, она всегда живая внутри нас. Meilė visada yra gyva mumise. Когда мы ее проявляем и когда мы ее не проявляем. Kai mes ją parodom ir kai jos nerodom. Но если мы не любим, Bet jeigu mes nemylim, если, представь, ты абсолютно равнодушен к какому-то человеку, įsivaizduok, tu esi visiškai abejingas kažkokiam tai žmogui. тот человек может хоть жизнь свою за тебя отдать. Tas žmogus nors ir gyvenimą gali už tave atiduoti. Тебе все равно будет. Tau vis vien bus Vienodai. dzin. Но ведь так есть. Bet taip yra. Если человек тебе безразличен, Jeigu его отношения тебя вообще не волнуют. tu esi kažkokiam žmogui visiškai abejingas, santykiai tavęs visai nedomina. Но если ты любишь, Bet jeigu tu myli, даже если он к тебе равнодушен, ты все равно любишь. net jeigu ir jis yra abejingas, bet tu vis tiek myli. И вот у растения тоже приходит пора плодоношения. Pas augalą taip pat ateina tas vaisių nešimo, davimo metas. И мы, учась из Слова Божьего, Ir mes mokindamės iš Dievo žodžio, впитывая в себя Божью истину, maitindamiesi Dievo tiesa, gerdami ją, мы изменяемся и начинаем приносить плоды. mes keičiamės ir nešam tada vaisių. Еще вот период вот такой зимнего такого затишья, Ir toks tas žiemos, tas tylusis, ramusis laikas tuo metu можно даже сравнить вот с такими моментами, когда мы постимся. galima sulyginti su tokiais momentais, kai mes pasninkaujam. Что есть пост? Это воздержание, да? Pasninkas tai yra susilaikimas. Лично мне, вот как и Нине Николаевне, совершенно могут не существовать шоколады и конфеты. Asmeniškai man, kaip ir Ninai Nikolaivnai, visiškai gali nebūti nei šokolado, nei saldainių. Надо мне от них воздерживаться. Ar man reikia nuo jų susilaikyti? Их может вообще не существовать, ни тортов, ни конфет. Nei tortų, nei saldainių, jų visai gali nebūti. Но я каждый день ем рыбу и мясо. Bet aš kiekvieną dieną ir žuvį, ir mėsą valgau. Я от этого отказываюсь во время поста. Pasninko metu aš jų atsisakau. Тогда это есть воздержание. Tada tai yra susilaikimas. А кто-то не может без вот этого вот в телефоне. O kažkas be telefono А negali. без всего остального может. Be viso kito gali.
Ну так воздержись от того, от чего ты более всего зависим. tada susilaikyk nuo to, nuo ko tu esi labiausiai priklausomas. Почему мы так много говорим о еде? Kodėl mes tiek daug apie maistą kalbam? Ну ведь пост не суть только отказ от пищи. Bet pasninko esmė ne tik, kad susilaikyti nuo maisto. Кто еще из вас не получил откровение о посте, Kas, jeigu dar negavote apreiškimo apie pasninką? возьмите 58 главу Исаии, Izaijo 57 skyrių paimkite, 58, 58 и читайте, пока не получите откровение. ir skaitykit, kol gausit apreiškimą. Там именно об этом и говорится, не в пище суть. Ten apie tai ir kalbama, kad ne maiste, ne valgyje esmė. Воздерживаясь, мы начинаем больше искать Бога. Susilaikydami mes labiau pradedam Dievo ieškoti. Пастор все время говорит, ищите лица Бога, ищите встречи личной с Ним. Pastorius sakė šiandieną, kad ieškokit jo, ieškokit susitikimo asmeninio su juo. Мне иногда кажется, что у многих вот эта стеклянная стена стоит. Man kartais atrodo, kad pas daugelį šitą stiklinę sieną stovi. И они просто не понимают, что это значит. Ir tiesiog jie nesupranta, ką tai reiškia. Что ты никогда не делал для Бога? Ko tu niekada dėl Dievo nedarei? Может быть, ты вообще никогда в жизни не вышел сюда провести молитву. Galbūt tu gyvenime niekada neišėjai čia į priekį pravesti maldos. И где-то внутри ты себе говоришь, да ни за что на свете. Ir tu galbūt viduje sakai, ne už ką pasaulyje, Пусть другие ведут. tegul kiti veda. Опа, ты поймал себя на страхе. Pagavai save ant baimės. Иоанна 5:18. А мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Не то место прочитала. Сейчас. Тогда вот это 18. 4:18. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. 1 Jono 4:18 eilutė. Meilėje nėra baimės, nes meilė tobula išveja baimę. Baimė yra kančia ir kas bijo, tas nėra tobulas meilėje. Прогони свой страх. Išvaryk savo baimę. Сделай то, чего не делал никогда. Помоги кому-то, Пода- если не помогал. Padaryk ką nors tokio, ko niekad nedarei. Padėk kam nors, pavyzdžiui. Познакомься с тем, с кем ты никогда не общался в этой церкви. Susipažink su tais, su kuriais galbūt niekada bažnyčiai nebendravai. А может быть, именно на время поста, ну подойди к лидеру прославления и скажи, я хочу славить Бога на сцене. O galbūt prie lyderio prieik, aš pasakyk išlovinimo lyderio, kad aš noriu išlovinti ant scenos. Вы что думаете, вам запретит кто-нибудь? Galvojat, kad jums uždraus? Нет, я не думаю. Aš nemanau. Я думаю, примут с распростертыми объятиями. Aš galvoju, priims su ištiestom rankom. Проведи субботу молитву. Šeštadienį maldą pravesk. Попроси еще что-нибудь. Слово за пожертвование подготовь. Paprašyk, kada už paukojimų žodį duotų paruošti. И этим ты взойдешь на высоты свои. Ir tuo tu užlipsi į savo aukštumas. Ты преодолеешь какие-то страхи. Įveiksi baimės. А эти страхи, они от плоти. O šitos nes baimės iš kūno. Потому что в посту мы именно даем верх нашему духу. Nes pasninkė mes leidžiam Vadovauti mūsų dvasiai. vadovauti mūsų dvasiai. Дух должен нами руководить. Dvasia turi mums vadovauti. А плоть, она и так часто слово имеет. O mūsų kūnas ir per dažnai tą balsą turi. Но и ему и кушать подай, и туда его, и сюда, и этого хочу, и того хочу. Ir tik tais valgyt paduok, to noriu. Помните, я во время прошлого поста вам говорила такую фразу «договаривайтесь со своей плотью». Prisimenat, per praeitą pasninką sakiau tokią frazę, kad tarkite su savo kūnu.
А как с ней договариваться? O Это kaip su juo susitarti? духом? Dvasia? Дух приказывает плоти. Dvasia įsako kūnui. Это не делай, а вот это делай сейчас. Šito nedaryk, o šitą dabar daryk. И этим наш дух укрепляется. Ir tuo mūsų dvasia stiprėja. И вот именно посты это нам больше всего дают. Ir būtent pasninkai mums tai labiausiai duoda. В посте ищите Божьего. Paste, pasninkė, ieškokite to, kas Dievo. Может быть, даже вы ничего не делаете. Galbūt jūs netgi nieko nedarot. Может быть, это зима. Žiema galbūt. Но вы набираете силы, вы ищете, что Бог от вас хочет. Bet jūs kaupiat jėgas ir ieškot, ko Dievas iš jūsų nori. И не оставайтесь в постоянном поиске. Nebūkit visada tik ieškojimuose. Найдите, наконец, Atraskit и сделайте. Чаще всего и сделайте. ir padarykit tai. Мы чаще всего уже и знаем, и слышим от Бога, как Света говорила, Бог никогда не молчит. Dažniausiai mes ir girdėjom, ir žinom, nes Dievas netyli, kaip Sveta sakė. Но нам не нравится то, что Он нам сказал. Bet mums nepatinka tai, ką mums pasakė. Вы знаете, я довольно долгое время Богу говорила, куда угодно, только не в прославление. Aš ilgą laiką Dievui sakiau, kur tik tais, bele kur, bet tik neišlovinimą. Ну, не люблю я вот на публике, на видном месте стоять. Nemėgstu publikai matomai vietai stovėti. А вот теперь так вот тебе на, O dabar va, проповедь готовь. šitaip, pamokslą ruošti. И готовим, Ir ruošiam. и поднимаемся над собой. Ir Keliamės virš savo galimybių. Atrodo, negalėjau. atrodo, Казалось, ну не могу я этого. Ну, тяжело. man sunku, negaliu. Эту проповедь-то вообще давно уже сказано было нам. Так тяжело что-то шло. Apie šitą, kad ruošti pamokslą jau senai buvo kalbėta, bet taip sunkiai ėjusi ruoštis. Но мы все как растения, мы разные. Mes visi kaip augalai esam skirtingi. Знаете, вот кактусу, например, ему меньше ухода нужно. Kaktusas, jam mažiausiai priežiūros reikia. Намного меньше, чем какой-то орхидеи, например. Žymiai mažiau negu kokiai orchidėjai, pavyzdžiui. Орхидея каждый год цветет. Orchidėja kiekvienais metais žydi. А кактус на 8-9 году жизни первый цветок даст. O kaktusas tik tais 8-9 gyvenimo savo metuose žydi. Вы когда-нибудь видели цветок кактуса? Matėt kada nors kaktusas kaip žydi? Ой, он ничуть не хуже, чем цветок орхидеи. Jis ne ką prastesnis negu orchidėjos žiedas. Так и мы все разные. Taip ir mes visi Кто-то skirtingi. каждый день служит, Kažkas kiekvieną dieną а tarnauja, кого-то Бог поднимает в какие-то определенные моменты. o kažką Dievas pakelia tam tikrais Но momentais. то, что предстоит сделать тебе, будет ничуть не меньше для Него, ничуть не хуже. Bet kas skirta tau padaryti nebus blogiau negu jam skirta. Только сделай. Tik padaryk, Мы приносим разные плоды. atnešam įvairius vaisius. Одни сладкие, другие горьковатые. Vieni karčius, kiti saldžius vaisius nešam. Там кислые, кисло-сладкие. Rūgščius vaisius, saldžiarūgščius vaisius, Большие, маленькие. didelius, mažus, Но вот в этом всем разнообразии bet visame tame ir yra ta įvairovė. и есть вот это чудо Творца. Ir yra tas kūrėjo stebuklas. Когда я вот это все написала, Kai visą tai aš užrašiau, Бог мне сказал, а теперь найди место, где говорится о дарах духовных. o Dievas man pasakė, dabar surask vietą, kur kalbama apie dovanas dvasios. Я даже так посидела, еще что-то посмотрела другое в планшете. Pasižiūrėjau, kažką kitą planšetę pažiūrėjau. Потом думаю, нет, надо все-таки прочитать Галатам. Galvoju, 5:22 нашла. Galatams. Плод же Духа — любовь,
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Galatams 5:22 eilutė. Bet dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Заметили, я обо всем об этом и написала. Pastebėjote apie visą tai ir parašiau. Ну, я кое-какие моменты еще не рассказала. Kokį, И так я вас уже задержала на полчаса. kai kurių momentų nepapasakojau dar, bet į tai jau užlaikiau pusę valandos. Знаете, вы все чудесные. Žinot, jūs visi esat nuostabus. Каждый человек — совершенное творение Божье. Kiekvienas žmogus yra tobulas Dievo kūrinys. Только давайте не будем пустоцветами для Него, а будем нести Ему свои плоды. Nebūkim tušti, bet neškim jam vaisių. Амен. Amen. Очень хорошее завершение.